Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Сергей Гаврилович, доброе утро. Прокомментируйте текущую ситуацию с лесными пожарами у нас в регионе. Доброе утро. Сегодня у нас принимаются меры по тушению 10 лесных пожаров на общей площади 229 тысяч гектар. Это на территории 6 районов республики. Из них локализовано у нас 4 пожара на общей площади 98 тысяч гектар на территории 4 районов республики. Ну и ликвидировано за отчетный период у нас 9 пожаров на площади больше 280 тысяч гектар. На сегодня новых пожаров нет. Всего у нас действует 46 пожаров на общей площади 451 тысяч гектар. Это на территории Усманского района, Тампонский район, Кобяйский район и Верхневилюйский, Вилюйский и Чураптинский район. Так, и на тушении у нас работает 564 человека и 66 единиц техники. Также авиация применяется. Сегодня планируется на территории Усманского района и в сторону Вилюйских групп районов. Также у нас на северных территориях Жиганский и Среднеколымский наблюдаются термоточки. Идет по ним тоже работа, ведется наблюдение. Ну, в целом, они достаточно удалены от населенных пунктов. В целом, по действующим пожарам у нас угроз населенным пунктам и объектам экономики на сегодня нет. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Испытания на двукратное и трехкратное введение. Минздрав РФ зарегистрировал 5-ю вакцину от коронавируса. Строительство объектов образования на территории Якутска. В столице республики до 2023 года построят 5 пристроев к школам. Возведение первых жилых домов. В Якутске продолжается строительство микрорайона «Звездный». Расскажем об этом более подробно. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Эпивак Корона-Н». Вакцина разработана научным центром «Вектор». Она является модернизированным вариантом уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса «Эпивак Корона», которую с апреля применяют для массовой иммунизации населения. Модернизированная вакцина прошла полный цикл исследований. Ее протестировали с участием 3 групп добровольцев по 75 человек. Причем ученые опробовали 2 варианта. Двукратное введение препарата с интервалом в 21 день, так прививали первую группу добровольцев, и трехкратная. Вторая прививка проводилась через 21 день после первой, а третья через 60 дней. Третья контрольная группа получила уже зарегистрированную вакцину «Эпивак Корону». Учителя Якутии активно проходят вакцинацию. Из 59 тысяч работников сферы образования привито 77%. Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев отметил, что масочный режим для детей и учителей в школах носит рекомендательный характер. Обязательным является ношение маски для работников пищеблоков и тех, кто производит термометрию. Мы не рекомендуем проводить большие школьные мероприятия. Если в классе выявят коронавирус, то он уйдет на дистанционное обучение на 14 дней. В случае заболевания более 20% учащихся, то на дистанционное обучение на тот же срок уходит школа, отметил Сивцев. По решению министра просвещения России до 2023 года в Якутске построят 5 пристроев, а также новое здание школы на 220 мест в микрорайоне Марха. Так, пристрои появятся к 5-й, 26-й, 29-й школам, а также пригородной и Хатасской. В настоящее время мы прорабатываем вопрос о строительстве до 2024 года еще 6 объектов образования на территории города Якутск, сообщил министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев. Он добавил, что в совокупности новые объекты позволят создать порядка 10 тысяч мест. Вместе с тем в Якутске, по подсчетам министерства, необходимо около 15 тысяч мест.
Новый учебный год для студентов среднеспециальных профессиональных учреждений начнется в традиционном очном формате. В техникумах и колледжах по разным специальностям будут обучаться более 25 тысяч человек, из них 8 тысяч первокурсников. Тем временем учебные заведения прошли проверку готовности к предстоящему учебному году. В 6 учреждениях СПО организовали учебно-производственные мастерские с современным оборудованием. Целью такой работы является качественная подготовка специалистов по ускоренной программе, так как сейчас рынок труда нуждается в квалифицированных кадрах. А таким рабочим специальностям в данное время в республике готовят в 40 учреждениях среднего профессионального образования. Если сегодня у нас социально-экономическое развитие очень быстрым темпом идет, то мы, соответственно, должны такими же быстрыми темпами готовить качественно кадров для них. Вот, допустим, работодатель нуждается в рабочих кадрах порядка 2600, 700 человек, да, то мы раньше готовили всего лишь 25 человек в течение 3 лет, да, по какому-то направлению. То сейчас мы уже по коротким программам с привлечением всего населения в рамках реализации федеральных проектов и так далее, мы уже готовим за короткий промежуток времени качественно и быстро большое количество кадров. Глава республики Айсен Николаев поучаствовал в церемонии открытия первого частного бизнес-инкубатора в Нижнем Бестяхе. В сельской местности впервые открывается частный производственный парк для малого бизнеса. Мегино-Кангаласский район ведет активное развитие по всем направлениям. Администрация района активно поддерживает малое предпринимательство. Айсен Николаев отметил, что поддержка сельскохозяйственного и производственного малого бизнеса в районах даст возможность решать задачи по удовлетворению потребностей жителей сельской местности в качественных товарах, повышению доходов селян, а также развитию занятости населения. На первом этапе в производственном парке планируется производить продукцию для строительной отрасли, которая на сегодняшний день востребована по всей Якутии. Я сегодня очень рада, что именно представители местного производства стали новыми резидентами первого бизнес-инкубатора. Сегодня здесь создаются новые рабочие места, здесь создаются продукты, которые мы, я думаю, можем в скором времени не только использовать на самообеспечении региона, но и, возможно, экспортировать в соседние республики. Я думаю, что перспективы у наших предпринимателей достаточно серьезные, и самое главное, у них есть амбиции, желание развиваться. Они активно принимают молодые кадры, которые как раз живут в Мегино-Кангаласском районе. В Якутске продолжается строительство микрорайона «Звездный». В данный момент на участке идет возведение первых жилых домов. Что еще будет включать в себя новый микрорайон и какими средствами финансируется строительство, узнавал Власий Сергеев. На месте будущего микрорайона «Звездный» в квартале «Воинская часть» полным ходом идет строительство 7 многоквартирных домов. В общей сложности здесь планируется возведение 66 жилых объектов. 30 – это многоквартирные дома с этажностью до 8 этажей, да, именно комфортные для наших условий, чтобы не было стесненности, такого чувства. И второе – это 36 домов, это блокированные застройки. Региональным оператором определенное республиканское ипотечное агентство, и они выступают. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. В конечном итоге в этом микрорайоне будет построено более 260 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого будут возведены спортивные сооружения, школы и детские сады. Такое масштабное строительство стало возможным благодаря тому, что Якутия получила одобрение по инфраструктурным бюджетным кредитам в размере 4 миллиардов рублей. Отмечается, что строительство микрорайона имеет выгодные финансовые условия. Те доходы, налоговые и неналоговые, которые мы получим, наш бюджет республиканский от этого проекта, они в 1,5 раза перекроют те средства, которые мы получим в виде инфраструктурных бюджетных кредитов и процентов по нему. Это очень высокий для жилищного строительства коэффициент. Из средств, полученных за счет бюджетных кредитов, помимо строительства нового микрорайона в Якутске, будут возведены магистральные сети в Нерюнгри, а также 2 жилых объекта для специалистов Жадайской судоверфи. Реализация этих проектов, по словам экспертов, не окажет негативного влияния на экономику республики. Будет большой эффект экономический, да, потому что это будет, конечно, рабочие места. Ну и понятно, что социальная инфраструктура, которая будет строиться на эти деньги, это тоже новые рабочие места и, безусловно, новое качество жизни.
Могу сразу сказать, такие тоже вопросы были, как это повлияет на нагрузку бюджета. Нагрузку бюджета это незначительно повлияет. Ожидается, что реализация всех 3 проектов позволит обеспечить выполнение показателей регионального проекта «Жилье», согласно которому к 2030 году республикой будет достигнут годовой показатель 832 тысячи квадратных метров жилья. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. Зоопарк Саканго в Мексике с радостью сообщил о появлении на свет в неволе 3 африканских львят. Они родились почти 2 недели назад и с тех пор заметно подросли. Детеныши научились есть из бутылочки, так как мать оказалась не в состоянии прокормить ненасытных малышей. Подробности в материале Анастасии Дмитриевой. 3 африканских львенка отрабатывают свой первый рык в мексиканском зоопарке Саканго. Питомник в этом году наблюдает редкий бум рождаемости в вольере для львов. Детеныши появились на свет 13 августа и, как сообщается, находятся в добром здравии. Смотрители зоопарка отделили львят от их матери после того, как у нее пропало молоко. Теперь малышей кормят из бутылочки каждые 3 часа. Детеныши будут находиться под постоянным наблюдением в течение первых месяцев своей жизни. Африканские львы в дикой природе в основном обитают на юге и востоке континента. По оценкам зоологов, за последние 2 десятилетия их популяция уменьшилась в половину. Основные причины – изменения климата, болезни и вмешательства человека. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.